Добрый день, дорогие слушатели радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск сегодня», в студии Розалия Ксенофонтова. И сегодня мы поговорим о медиалаборатории, которая открылась в Краеведческой библиотеке имени Белинского, которая направлена на сохранение, популяризацию родного языка. И сегодня в студии у меня гость Юлия Спиридонова, главный библиотекарь Краеведческой библиотеки. Добрый день. Добрый день, Розалия. Расскажите, пожалуйста, про открытие медиалаборатории. Оно стало возможным благодаря победе во втором конкурсе президентского фонда культурных инициатив и получив грант в размере почти что 1,5 миллиона рублей. Да, мы выиграли грант президентского фонда культурных инициатив с проектом «Медиалаборатория САИН». Нам выделили 1 400 000. Мы открыли коворкинг-кабинет, закупили специальное оборудование и мебель. Уже в 2023 году выпустили первых своих учеников. А сколько было учеников? Как набирались дети? Всего в первом потоке было 26 учеников. Они набирались по видеовизиткам. Надо было рассказать коротко о себе, о своих увлечениях. И они отбирались с минимальными навыками, потому что мы их обучаем в дальнейшем. То есть минимальное знание – это знание якутского языка? Да, и плюс... у нас условие знания якутского языка обязательно. А так все наши занятия бесплатные. Минимальные навыки в плане блогинга, там каких-то съемок, что-то они должны были уметь делать? Нет, они не должны уметь быть блогером, всему этому они учатся у наших кураторов. Давайте перейдем как раз-таки к разработке ваших занятий, по каким направлениям работаете, чему обучаете, кто был преподавателем, кто привлекался? Разработкой программы занимались методисты СБС. Я могу только общими словами рассказать. Да, конечно. Наша цель – это продвижение якутского языка и чтение на родном языке. Мы работаем по 5 направлениям. Это подкасты, монтаж, ораторское искусство, тренды и музыкальное сопровождение. А если подробнее по, например, ораторскому, это больше занятия по речи там, да? Да, у нас по ораторскому искусству преподает Максимов Александр Степанович, ведущий. Он отличник культуры Республики Саха-Якутия. Сейчас как раз мы увидим фотографии из занятий. Он ставит речь нашим ученикам, как правильно говорить, как правильно выступать. Еще он обучает правильно выговаривать звуки. То есть обучает прямо профессионал своего дела, человек, непосредственно занимающийся, профессиональный ведущий национальной вещательной компании САХА как раз-таки, да? Да. У нас кураторами работают не только профессионалы, но и молодые специалисты. Библиотекари? Нет, они приходящие. Тоже как волонтеры? Да, это Айхан Павлов и Айхал Габышев. Они преподают монтаж и музыкальное сопровождение. Что уже успели создать? Какие продукты есть у детей? Мы ориентируемся на короткие видео, тренды. То есть ребенку должно быть легко повторить какой-то челлендж, видеоролик, который на ТикТоке, ВКонтакте, Яппи. И у нас обязательное условие тоже, что видео у нас очень короткие. То есть это где-то 15-30 секунд, да? Да, пару секунд, а может и максимум на минут 5. Минут 5, И в основном это какие-то интервью, это какие-то танцы, это какого жанра видео вы снимаете?
Наше видео... Ну, подкасты — это интервью, наверное, да? Подкасты — это когда записывают, да, запись про, например, страшные истории у нас есть в Ютубе, можете посмотреть. Они, наши дети зачитывают книги. Локут и Ниргугон у нас есть запись, можете тоже послушать. И, так. И наши короткие видео все в свободном доступе в Япе, ВКонтакте и в Ютубе. Ага. А скажите про, например, вот Локут и Ниргугон вы сказали, да? Прежде чем писать подкаст, вы с детьми обсуждаете произведение, даете им задание прочитать полностью произведение? Да, подкастами занимается у нас Колесова Саргалана Лазаревна. Она ведущий библиотекарь отдела краеведения. И также она идейный вдохновитель с Павловой Надеждой Васильевной вот этого проекта. Она работает с детьми именно по подкастам, записывают интересные факты, да, страшные истории, еще вот зачитывают книги. Они изначально готовятся, конечно же, и она их курирует. Ну, получается, идет какой-то подбор литературы, вы классику, я так понимаю, берете в основном, да, чтобы привить детям как раз-таки любовь к родному языку и популяризировать краеведческую литературу. Да, конечно. Какие еще произведения были разобраны или же планируется? Пока планируется. То есть это было одно большое такое произведение? Да, очень большое. Отлично. Можете сами рассказать о материале, который считаете самым таким удавшимся, самое-самое такое? Так, самым запоминающимся, наверное, я могу сказать, что это зарисовки, зимние зарисовки, так и называется в Ютубе, он есть. Дети сами экспериментировали на холоде, как бы замораживали воду, пускали фейерверки, там, воздушные вот эти мыльные пузыри, задували, и они мгновенно там затвердевали. Превращались в лед. Он самый просматриваемый, и он как бы вызвал такой неподдельный интерес со стороны не только жителей Якутии, но и России. То есть просмотры есть за пределами республики? Да. Это очень замечательно. А скажите, пожалуйста, когда ребенок к вам приходит, вот он прошел отбор и начинает у вас обучаться, он должен выбрать направление? Я, например, хочу заниматься только подкастами. Или же он проходит по всем вот этим направлениям, которые вы перечислили? Он может выбрать одно или 2-3 направления, в зависимости на что у него хватит времени, например, да. У некоторых детей вообще не хватает времени, и их часто не отпускают, например, с уроков, да. Вот, и другие кружки, поэтому они могут выбрать именно в каком направлении обучаться. Есть такие, которые там сразу по 2, по 3 направлениям работают? Да, есть. Ну, их несколько только. Прям суперактивисты, да? Да, суперактивисты. И они остались с нами на второй поток. И, пользуясь моментом, хочу сказать, что мы набираем детей на второй поток нашей медиалаборатории. Записывайтесь. Мы находимся на Федора Попова, 18, краеведческая библиотека имени Белинского. А занятия проходят как часто, с какой периодичностью? У каждого ребенка, у каждой группы свое расписание. И это мы договариваемся со школами именно. Вот с классными руководителями, чтобы подобрать для каждого ребенка удобный график. То есть это у вас прям такой индивидуальный подход получается? Да. Мы работаем со школами. Так, у нас 38-я школа очень активная. Так, у нас еще ЕГНК, Саха-гимназия и АИК должны присоединиться.
Мгм. А есть вот дети, которые к вам пришли со знанием якутского языка, да, но не прям очень хорошо, может быть, говорили, Да, не прям очень хорошо читали, и прям улучшилось у них. да, есть такое. Прямо родители нам говорили, и классные руководители на нас выходили и говорили, вот она стала лучше разговаривать на якутском языке, она стала читать на якутском языке, например, да, про наших девочек. Мгм. Они больше говорили на русском языке, и воспитание Мгм. такое Мгм. русское. Мгм. И они стали интересоваться именно якутской культурой Мгм. и говорить у-сахалы. Это вообще замечательно. То есть Мгм. литературным якутским языком начали Да. выводить. Это просто очень... Это в основном зависит от окружения. Мы подаем своим детям пример. Мгм, конечно. И плюс еще, когда это сопряжено с чем-то очень современным, как медиалаборатория, подкасты, короткие ролики модные, да, которые соответствуют трендам сегодняшним, и это все вплетается с родным языком, мне кажется, это очень так должно пробуждать интерес Да. к родному языку. Мгм. А после реализации проекта как будет работать медиалаборатория? Она закроется, она продолжит работать, немножко поменяет свое направление? Медиалаборатория продолжит свою работу как самостоятельный проект по продвижению якутского языка и чтения. То есть будет продолжена работа? Да. Мгм. А сколько времени длится это обучение? Вот ребенок пришел, выбрал направление. Оно длится 3 месяца обучения. И по итогу у нас вместо экзамена именно мы принимаем готовые видеоролики, вот экзаменационные. Они должны рассказать про свою любимую книгу на якутском языке. У нас идет голосование в группе ВКонтакте. А также кураторы сами как бы тоже голосуют за лучший видеоролик. По итогу мы награждаем победителя, и у нас проходят торжественные вот мероприятия по награждению. Мгм. А скажите, а какого возраста дети в основном у вас обучаются? Среднего и старшего возраста. То есть это С начиная... 5 класса по 11. А у какого возраста больше интерес к проекту? Конечно, у пятиклассников. С 5 класса по 8, скорее всего, потому что уже 10 класс готовится быть уже готовится уже к взрослой жизни, да, уже 11-классники. Ну там уже экзамены, да, ОГЭ, ЕГЭ, да, ага. Да, у них вообще нет времени. Мгм. Ну, это такой возраст, 5-8 класс, когда дети и профориентация как будто бы, да, и они прям интересуются всем очень сильно. Такой хороший возраст. Да. Мгм. А какое произведение такое самое популярное у детей? На якутском языке. Да. У них они в основном берут вот олонко они взяли. Прямо они заинтересовались именно героями Нюргун Ботор, Абага Кыга, вот Туяр Мако. Вот они интересуются именно якутским эпосом олонко. А понимают язык олонхо? Ну, мы им переводим на простой якутский язык. У нас в Смарте проходили мероприятия, которые посвящены были тоже пониманию олонхо, и включали пластинки, детям объясняли, и они потом рисовали картины по олонхо. Да, что они поняли? Можно, наверное, даже сделать мультик потом совместный. Это, да, рисовать, да, потом перекладную анимацию. Да. А мультики, кстати, создавали? Нет, пока в планах тоже. А какие еще хотите жанры, направления вы осваивать в рамках медиалаборатории? В рамках медиалаборатории у нас как бы и так программа обширная, и у нас пока планов нововведения нет.
Угу. Давайте поговорим про направление подкасты. Как детям помогаете писать сценарии и так далее? Потому что снять видео — это больше про раскадровку, да, про визуальный ряд. А подкаст — это прямо разговор двух человек, когда что-то обсуждается, и это такой прям, серьезный жанр. Да, сценариями, конечно, они работают именно совместно со своим куратором Колесовой Саргаланой Лазаревной. Угу. Она их прямо учит, как писать сценарии, как лучше подать информацию, где-то сократить, где-то поменять голос. Вот так. Дети стесняются сначала говорить и потом слышать свой голос. Это всегда ведь непривычно, когда ты впервые слышишь в аудиозаписи свой голос. Даже взрослым непривычно слышать свой голос в эфире, да, вот когда, все равно есть сначала такое стеснение, и потом это у всех проходит. То есть сначала тоже дети стесняются. Да, все стесняются, конечно. А как выбираете ведущего, который будет ведущим подкаста, например? У нас все ведущие. То есть каждый ребенок выбирает разные жанры, и они работают именно по разным произведениям. Каждый ребенок по одной книге, например. Каждый ребенок по отдельным темам работает. А как долго читают одну книгу, например? Какой срок дается? Конечно, это зависит от ребенка, от его загруженности. Мы никого не торопим. Иногда бывает, что уже записал, но не успел. Вот на втором потоке мы некоторые подкасты завершим. А бывает так, что ребенок прочитал произведение и что-то не понял, не знает, на чем акцентировать внимание в подкасте, что обсуждать? Нет, это заранее уже прорабатывается с куратором. То есть сразу куратор... Нету такого. То есть куратор, он расскажите немножко, как это делается. Например, у Алкуты Нергугун, да, взяли произведение, и как дается задание, например? Дает задание куратор, она прямо за кадром прям стоит, дает сценарий, и прямо мы, наверное, смотрели, да, я принесла видеокадры, где наш куратор Колесова Саргалана Лазаревна... Можно включить еще раз видео. Работает с детьми. То есть она полностью от и до полностью сопровождает ребенка. Да, сопровождает ребенка. Вот мы сейчас как раз видим, можно еще раз прокомментировать. Пишется это все в читальном зале, в абонементе, или есть отдельная прям комната? Нет, как я ранее говорила, у нас открылся коворкинг-кабинет. Он полностью оборудован современной техникой. У нас есть видеокамеры, компьютеры. Все это в свободном доступе. Дети могут взять даже домой. Да вы что? Да, домой взять, снять свой видеоролик и смонтировать уже с нашим куратором по монтажу. То есть человек по монтажу тоже есть отдельный? Да, у нас 5 направлений, я же говорила. Да. И каждый куратор работает по своему направлению, именно с детьми, помогает им делать их видеоконтент. И потом наш руководитель Павлова Надежда Васильевна все это продвигает по социальным сетям. Япи, ВКонтакте и в Ютубе. А дети учатся сами еще продвигать свои материалы через какие-то мессенджеры, там писать тексты, смотрите, такой-то ролик на такую-то тему? Да, мы им даем информацию, и все, как все это делается, показываем уже на практике. Наверное, целевая аудитория — это дети, зрители, слушатели их же возраста, да? Есть какие-то отзывы от их одноклассников, например? Да, отзывы очень хорошие, особенно ВКонтакте, когда они болели за видео своих одноклассников, друзей, когда у нас проходили итоговые экзамены по видеороликам.
Отлично. Спасибо огромное, что уделили время, пришли к нам сегодня в студию и рассказали о своей работе. Очень много происходит в вашей краеведческой библиотеке. Скажу телезрителям, следите за новостями библиотек, приходите, участвуйте в проектах. И спасибо вам огромное еще раз. Да, и до встречи в эфире. Мы с вами встретимся через пару минут после рекламного блока. Оставайтесь с нами. Продолжим эфир. Мы продолжаем наш эфир, и продолжаем мы с темой молодежного предпринимательства. И в гостях в студии у нас Юрий Максимов, руководитель проекта «Я в деле». Добрый день. Добрый день. Юрий, расскажите, пожалуйста, о проекте «Я в деле». Он создан при поддержке Росгранта России, Министерства образования и фонда «Капитаны». Да, все верно. «Я в деле» — это программа для развития молодежного предпринимательства, направлена на воспитание созидательной молодежи и призвана дать равные возможности для проявления своего таланта студентов, которые, например, студент хочет создать свой первый бизнес. Стартап какой-то свой. Да, стартап. И мы даем им такой шанс. То есть каждым студентам мы выделяем команды по 3-4 человека, и у них в команде есть наставник. Наставники, например, проходят обучение. Обучение происходит 8 мастер-классов, то есть поэтапно. Это 3 недели примерно обходится. После чего мы даем им кураторов, уже действующих специалистов. И по этим измеркам мы обучаем их. Вы сказали, что студентам помогаете в разработке стартапа, к запуску стартапа, да? Должен человек подойти с чем-то прямо уже готовым, конкретным, или это может быть только идея? Только идея может быть. Мы сами даем им направление. То есть человек, например, хочет заняться бизнесом, а у него вообще ничего нету, идей. Но он просто приходит и говорит: я хочу предпринимательской деятельностью начать заниматься, помогите мне. Да. Поэтому мы для таких студентов, например, мы разделяем, у кого есть идея, у кого нету. Мы выделили 2 команды, и после чего, например, я прихожу, я им даю какие-то, например, идеи, нанотехнологии для пожилых людей, потому что у нас пожилые люди очень-очень страдают, вообще не могут, обходиться без технологий, например, умный дом, например, пожилой человек один живет, а вдруг инсульт, инфаркт будет. Да. Поэтому мы хотим сделать нанотехнологии, например, умный дом, показывать пульс, артериальное давление, по этим направлениям ориентируемся. И вы таких людей, у которых, например, нет идей, собираете в команды, например, по 3 человека, и они начинают заниматься одной деятельностью. Да. У нас проект длится 5 месяцев, и по этим 5 месяцев мы готовимся, и после окончания сезона мы едем в Москву защищать проекты уже готовые. Презентации также мы готовим. То есть подправляем, какие например, ошибки, косяки и так далее. А кто кураторы? Куратор являюсь я и Александр Ермолаев, который действующий предприниматель, ВОК-кафе и так далее. То есть вы сами проходили какое-то обучение, то есть по какому-то шаблону вы обучаете, или это такой практический опыт, который у вас имеется, и вы с ним делитесь? По шаблону. То есть координатор Дальневосточного федерального округа дает нам шаблоны, и по этим шаблонам мы обучаем студентов. То есть 8 мастер-классов проводим. Насколько сегодня популярно это направление и сколько студентов охватывает? Сейчас в данный момент в Якутии не так уж популярно, потому что у студентов были семинары, экзамены, и практически половина знает про «Я в деле». И я бы хотел
вот популяризировать этот проект и показать то, что оно у нас есть в Якутске. А в других регионах они очень хорошо развиты. В Владивостоке очень вот грамотно все сделали. А у нас в данный момент охват студентов так, 105 студентов и 32 школьника. Вот. Например, мы будем проводить отборы по вузам, по СПО и по школам. А по школам будем набирать с 9 по 11 класс и будем проводить бизнес-квесты, вопросы, игры в школе. Ну и прочее. Сейчас у нас на линии находится Татьяна Тымырова, председатель Общественного совета при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю, да. Ага. Давайте мы сейчас уже с Юрием начали говорить о проекте «Я в деле». Юрий очень подробно рассказал о том, как запускался этот проект, сколько охватывает студентов. Давайте мы с вами обсудим то, какие стоят задачи на сегодняшний день по развитию молодежного предпринимательства в нашей республике, как поддерживается молодежное предпринимательство. Да, действительно, сейчас вот в приоритете, конечно, это подготовка молодых предпринимателей. И мы совместно вот с Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия эту политику активно развиваем. И, к слову сказать, что сейчас институты поддержки, это и Центр «Мой бизнес», это бизнес-инкубаторы, которые находятся по всей республике. Они помогают не только вот действующим предпринимателям, но и молодым, которые хотят стать предпринимателями. Но кроме этого у нас также в республике действуют школьные бизнес-инкубаторы, и довольно-таки активно они работают по республике, то есть в наслегах, да, вот по районам, особенно и по агрошколам. И цель-то какая? Да? Мы хотим, чтобы ребята уже со школьной скамьи начинали мыслить как предприниматели. То есть мы развиваем предпринимательское мышление. И вот каким же образом и что вообще мы хотим этим достичь? Ну, во-первых, конечно, когда мы приходим в школу и рассказываем, а кто такой предприниматель, да, как вообще создать бизнес, и школьники очень интересуются, и мы, конечно, понимаем, что не все 100%, когда они выпускаются из школ, станут все предпринимателями и будут поступать на определенные там специальности, да, которые будут способствовать открывать свой бизнес. Но тут самое главное, ведь когда любой ребенок уже на стадии, когда он выбирает профессию, и он приобретает такие некие азы знания финансовой грамотности, знания по тому, каким образом ставить цели, как планировать, как контролировать, да, вот процессы, или же, скажем, как уже в проектной деятельности создавать свои бизнес-планы. И это, конечно, дает возможность им уже в жизни, когда они в взрослую жизнь выходят, стать более компетентными, больше разбираться. И, конечно, у некоторых даже получается, что они уже в свои там 16 лет, 17 лет становятся самозанятыми и реализуют свой проект. Ну вот поэтому мы стремимся, чтобы мышление у детей было таким, что не ожидать у государства что-то вот когда-то им придет и кто-то добрый дядя что-то даст, а научиться, чтобы они умели воплощать свои идеи, достигать своих целей и при этом становиться независимыми и, самое главное, знаете, брать ответственность за свои решения. Вот быть инициативными и делать шаг к своей цели. Да. Татьяна Александровна, также есть опыт создания профильного предпринимательского класса у нас в городе Якутске. Можете об этом рассказать? Да, у нас вот в городе Якутске это школа номер 7. Это единственный в республике профильный предпринимательский класс. Я являюсь там председателем управляющего совета школы, ну и поскольку являюсь председателем общественного совета по предпринимательству, конечно, я выступила с инициативой на управляющем совете, а почему бы нам не создать профильный класс, такой же, как класс профильный, математический, да, гуманитарный, технический. И мы решением совета вот 3 года назад такое решение приняли.
В прошлом году у нас был первый выпуск, где ребята выпустились как раз в этом профильном предпринимательском классе. И, вы знаете, они как раз-таки, наверное, были первыми ласточками, которые показали, что да, действительно, молодежь сейчас совершенно другая. Они мыслят по-другому, у них есть идеи, они очень креативные, они целеустремленные. И мы, как бизнес-наставники, в рамках вот деятельности предпринимательского класса, вот проектной деятельности, мы помогали им реализовывать бизнес-идеи. И это был для нас тоже такой первый опыт, когда вот школьники совместно работали с предпринимателями. То есть бизнесмен, который уже чего-то достиг, добился, он приходил и рассказывал, как, с чего он начинал, какие ошибки он совершал, что можно сделать такого, чтобы быстрее достичь, допустим, каких-то результатов. И также мы ребят погружали сами бизнес-проекты, бизнес-процессы самих компаний. То есть они ходили непосредственно в предприятие по направлениям, которые у них как раз бизнес-проект был. Посещали, сами пробовали что-то творить, изготавливать, совместно работать. И таким образом у них появлялись эти навыки и познавали вот первые шаги, азы предпринимательской деятельности. Угу. Спасибо, Татьяна Александровна. А также есть вопрос по новым проектам. Это карта юного жителя Якутии и моя первая зарплата. Да, вот как мы знаем, в прошлом году, в конце прошлого года было послание главы Айсин Сергеевича Николаева, да, о том, что надо развивать молодежь. И как раз в рамках года семьи, объявленного в этом году, решено было создать такой новый проект. Проект именно карта, да, где молодой, школьник, либо, скажем, когда он уже может получить эту карту, может заработать и свой первый заработок получить на эту карту. Поэтому мы сейчас стараемся, чтобы во всех школах были такие проектная деятельность, да, внедрялась. Уже к нам обратилось несколько школ, это и лицеи, да, и политехнический лицей, и школы, которые готовы также участвовать в проектах, не только вот создавать предпринимательские классы, да, а вот именно по проектной деятельности внедрять такие вот форматы, где предприниматели приходят и как наставники взаимодействуют со школьниками и объясняют, каким образом можно заработать первые деньги. Ну и, конечно, предприниматели с удовольствием будут приглашать на летнее трудоустройство этих школьников, чтобы они могли заработать свой первый капитал. Отличная инициатива. Да. Татьяна Александровна, огромное спасибо, что смогли подключиться и рассказать о том, какая работа ведется по развитию молодежного предпринимательства в нашей республике. И надеемся, что дети будут пользоваться всеми возможностями, инициативами, которые сегодня предназначены именно для них. Огромное вам спасибо. Спасибо, всего доброго. Юрий, давайте продолжим. Вы рассказывали о том, что ребята сейчас не очень прямо уведомлены о том, что такая работа ведется, да, но все еще есть команды. И давайте поговорим о проектах, которые сегодня уже разрабатываются, и с чем вы в итоге поедете в Москву на защиту. Сегодня в данный момент разрабатывается 2 проекта. Первый проект – это у нас крем для кожи от отмораживания. То есть люди, которые работают в таких вот трудных погодных условиях, для них вот разработали такой вот проект. И для магазинов мы разработали IT-технологию для мониторинга закупок, условия хранения продуктов, сроки годности. Вот. То есть у нас есть компьютер, база данных, и там будет все отображаться, имя продукта, откуда, что, когда, либо. Вот. И сколько рублей. Вот вы говорите, крем, да, разработали. Это студенты, которые обучаются в этом направлении, или они вот с нуля начинают все это разрабатывать, погружаться в эту тему? Они вот с нуля все начали. Они сами вот в кафе не учатся. Вот. И просто у них инициатива появилась создать такой вот крем.
Они имеют отношение к этому направлению предпринимательской деятельности? То есть это же и химия, и так далее. То есть к этим наукам. К этим наукам есть направление. Ага. Отношения есть. Да, отношения есть. Студента зовут Александр. Ага. Он сам учится в кафене. У него команда из 5 человек. Вот. Ага, а как у них тестирование у них было? Как продвигается? Тестирование внутри вуза было. Помогали преподаватели, ученые и также фармацевтики. Фармацевтики тоже. Вот. Как вы оцениваете эти проекты? Оцениваю то, что отлично. Да, вот. Для такого вот уровня сойдет. То есть для первых работ, да? Для первых работ. Для старта. Да, для старта. Ага. Я просто вот волнуюсь, сижу первый раз на таком вот проекте. А с какого возраста можно попасть в вашу, получается, школу подготовки? С возраста, 16 лет. То есть это все еще уровень. Школьники? Да, школьники. Вот. 16 до 28 лет. Если это школьники из района отдаленного, например, не заречные, близлежащие, да, из каких-то дальних районов, они могут как-то к вам попасть и, может быть, удаленно немного присоединиться к вам? Дистанционно по Zoom могут. Но пока что мы не думали об этом. То есть заявок пока не было, да? Да, не было. Вот как будем расширяться, будем думать, планы делать. Вот. А есть какое-то расписание, по которому они к вам должны на обучение приходить, или это все индивидуально у вас? Индивидуально. Мы собираемся с наставниками в кафешке, сидим, реализуем планы, что на этой неделе будем делать. И они встречаются раз в неделю 3 раза. А куда могут позвонить, обратиться школьники, например, которые хотели бы тоже с помощью вас реализовать и запустить свой стартап? Связаться могут они со мной, либо же по улице Лермонтова, 67. Там у нас есть штаб. Ага. Они подходят, и там есть человек, который записывает данные, и мне потом направляет. Ага. Можно ли на электронку написать или номер телефона, по которому можно позвонить? Да. Можно, да? Да, можно. Ага. Номер телефона 8 924 469 23 11. Максимов Юрий Алексеевич. Хорошо. Вот. Я бы хотел еще сделать такой вот волонтерский штаб. Ага. Мы в деле. То есть не я в деле будет, а мы в деле. Вот будем помогать пожилым людям, субботники делать. И на всякие мероприятия идти. Огромное спасибо, Юрий, что пришли сегодня и рассказали о вашем проекте. Надеемся, что тех людей, которые, школьников и студентов, которые хотят запустить в рамках вашей программы «Свое дело» станет больше, и вы успешно защитите их в Москве. И предпринимателей, которые стартуют благодаря вам, станет больше и больше в нашей республике. Это была передача «Якутск сегодня». С вами была Розалия Ксенофонтова. До встречи в эфире. Всего вам хорошего.